Уже 11 апреля кыргызстанцы изберут депутатов в 418 местных кенешей, 22 из них городские, остальные аильные. И плюс сюда добавляется приостановленный в прошлом году из-за пандемии, по 30 кенешам выборы. Эти выборы, я думаю, будут достаточно интересны, потому что население сейчас, особенно в регионах, достаточно политизировано. Они буквально через некоторое время после президентских досрочных выборов идут. Поэтому, наверное, это будет очень интересное политическое мероприятие. Согласно указу главы государства, правительству и ЦИКу в период подготовки, а затем и во время проведения выборов необходимо принять меры для обеспечения прав и свобод избирателей, общественной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Агитационная кампания для политических партий в городах проводится за 30 календарных дней и заканчивается за 24 часа до начала голосования. А военные кенеши, предвыборная агитация начинается для кандидатов военных кенешей, предвыборная агитация начинается за 20 календарных дней до дня выборов и заканчивается за 24 часа до дня голосования, до начала голосования. Кыргызстанцам предстоит сделать и другой выбор. Впереди референдум. Инициированный парламентариями проект основного закона страны после обсуждения на Конституционном совещании опубликован на сайте Жогорку Кенеша. Из соображений экономии референдум можно провести одновременно с выборами депутатов в местные кенеши, говорят члены Центра избиркома. На данный момент еще нет закона о проведении этого конституционного референдума. Если он будет принят, то в этом законе будет указана конкретная дата проведения. Если это будет указано 11 апреля, воскресенье, то Центральная избирательная комиссия вполне может провести его как организатор выборов и референдумов. Это для нашего состава ЦИК уже третий будет такой пример совмещения. Выборы в местные кенеши, напомню, должны были состояться еще в прошлом году в апреле. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией они были отменены. Аяна Дюшикеева и Сентурабыкеев, АЛАТО 24.